Наши горы – арена многочисленных военных столкновений, исход которых решался мужеством и храбростью местного населения. Поэтому в сегодняшней рубрике «Культура Ингушетии» мы решили рассказать вам о том, какими видами оружия владели наши предки. Ведь по рассказам мудрецов мы знаем, что храбрые воины, кавказские горцы, не расставались со своим оружием. Высоко ценили его и не жалели средств на его украшение. И неудивительно, что оружие стало частью национального костюма. Всегда мужчину сопровождало оружие. Это еще с каменного века. То есть люди научились делать оружие из камня. Это были наконечники копий, наконечники стрел, каменные ножи, каменные топоры. Оружие, первое предназначение оружия – это, конечно, охота. Самое первое. Это были те времена, когда племена жили относительно разрозненно друг от друга, практически никакого земельного, там какого-нибудь ресурсного голода не было, естественно, не было сильных столкновений. Позже уже оружие стали делать из бронзы. Когда человек перешел к бронзе, конечно, это был такой довольно мощный революционный такой скачок. Ну вот, например, такой бронзовый меч скифского периода, так называемого бронзовый, он делался не путем ковки, как позже, а путем выплавки, то есть специальная формочка, в которую заливалась бронза, и выплавлялся вот такой меч. И вы знаете, этот меч удивительно сбалансированный, он просто играет в руках, несмотря уже сколько времени прошло с того момента, как он был вылит, сколько тысяч лет прошло, но тем не менее этот меч, он играющий как бы. Далее, потом уже люди перешли к железу. Потом научились ковать оружие из стали. Естественно, оно дало еще большие какие-то возможности. Холодным оружием считался и лук. Он был известен всем народам с глубокой древности, поэтому описывать его нет необходимости. Сохранились наконечники стрел, которыми пользовалось древнее население края. Представлены они несколькими типами – бронзовые и костяные длинночерешковые наконечники. Также характерной особенностью местного населения были боевые бронзовые топоры двух типов – богато орнаментированные, дважды изогнутые и простые. Были разные виды оружия. Это были всевозможные наконечники стрел. Наконечники стрел были тоже разной формы. Они были четырехгранные, двухгранные, плоские, были закругленные формы, были заостренными концами. Вы знаете, по некоторым данным, именно этнографическим данным, которые вот рассказывали старики, существовали такие так называемые наконечники стрел милосердия, так их называли, то есть кахетами. Почему они такие были? Потому что их легко было уже вытаскивать, то есть можно было человека ранить или, допустим, животное ранить, но вытащить. Видимо, это использовалось для того, чтобы человека просто не убить, а временно как бы и человека, и животное временно как бы парализовать его, а потом уже, чтобы он все-таки в живых остался. В эпоху кабанской культуры Танзила рассказывает, что в вооружении населения были широко представлены бронзовые копья в нескольких типов, и бронзовые наконечники сменились железными, длинновтульчатыми. Что касается орнамента на оружии, то он очень разнообразный в разные периоды. На самых ранних видах оружия его практически нет. Он очень обильно начинает появляться в период, кабанский период, так называемый, на бронзовых изделиях, и в скифский период, также на бронзовых изделиях. Он появляется, потом дальше на железе. Вы знаете, первые образцы, например, на первых топорах кабанского периода, этот орнамент в основном представлен змеями, драконами и другими мифическими существами. Объясняется это тем, что все-таки для наших предков оружие имело сакральный смысл. Сакральный смысл в каком плане? Что все-таки для них оно было отчасти свято. Они к нему относились с почтением, с уважением. Для них это был верный друг, верный помощник, верный соратник. Отцы с малых лет учили мальчиков обращаться с оружием, ездить верхом и отстаивать интересы своей нации и своей семьи с оружием в руках. И боевые шуточные игры мальчиков занимали значительное место в системе физического воспитания и способствовали развитию координации движений.
ловкости, быстроте реакции и укреплению мышц. Холодное оружие сыграло большую роль в формировании характера ингушей. Вы знаете, вообще у ингушей существует такая пословица, что кинжал – это продолжение руки. К нему приучали детей с самого детства, с малолетства. То есть сначала это были деревянные какие-то макеты, и вот они учились драться на этих деревянных макетах. Это не признак того, что вот всегда были вот действительно воинственными, что всегда шли на убийство, там, охоту. Просто кинжал, он мог послужить вообще человек, кем был на тот момент, был добытчиком, и первая возможность что-то добыть – это охота, да. И кинжал, нож – это незаменимая вещь и в охоте, это незаменимая вещь в хозяйстве, то есть все хозяйство, все, что мы делали, все предметы, они вытачивались ножами. И, естественно, нож, он как бы был действительно продолжением руки человека. И поэтому вообще отсутствие кинжала даже у молодых парней, это, конечно, уже не приветствовалось. Было так, что даже вот по описаниям в XIX веке, в XVIII веке совсем даже молодые юнцы, 8-летние, 9-летние мальчики имели своего размера, специально для них изготовленный кинжал. Но они были тоже такие же острые, такие же боевые, как и все остальные, просто размерами меньше. Как мы видим, суровая среда обитания приучила горца уважать кавказское оружие. И главной силой для курса служило не оружие, а сплоченность и желание жить в мире. Поэтому мы должны брать пример и быть достойным поколением нашего народа. Возможно, благодаря этому, несмотря ни на что, мы сохраним свою самобытную культуру. Хава Хулхаева, Магомед Гагиев, Джамалей Тутаров, Маусар Гагиев, Утро Ингушетии.